Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Конгресс народа Абхазии. В республике создается новая общественная организация. В поддержку президента России. Круглый стол в Сухуме. Для подопечных КБФ «Ашана» благотворительный фонд открыл новый сбор средств. Начался рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию. Как сообщает пресс-служба главы государства, 21 апреля Аслан Бжаня встретился с генеральным директором публичного акционерного общества «Росгострах» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. Обсуждались предложения Росгостраха абхазской стороне о сотрудничестве. Российская государственная страховая компания, крупнейшая страховая организация Российской Федерации, является правопреемником Госстраха СССР. Аслан Бжаня также встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта России Александром Нерадько. Обсуждался вопрос возобновления авиасообщения в Абхазию. В настоящее время создана рабочая группа российско-абхазских специалистов, которая сформировала дорожную карту. Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательных работ. Осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Абхазии. Обсуждается вопрос подготовки авиационных специалистов. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации. В Центре социально-экономических исследований Абхазии прошел круглый стол на тему «Новая модель избирательной системы». Было предложено создать постоянно действующее общественное движение «Конгресс народа Абхазии». В рамках встречи был определен состав организационной группы. В работе круглого стола приняли участие представители территориально-административных единиц Абхазии, органов власти, этнических общин, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообщества, а также депутаты Народного собрания. Репортаж Сарии Кварцхелия. Правовая организация жизни общества. Его безопасность и благополучие напрямую зависят от эффективности института управления, которая в свою очередь зависит от совершенности избирательной системы. Однако сложившаяся в нашей стране практика в этой сфере не способствует в должной мере укреплению государственности общества, отмечалось на встрече. Чтобы попытаться изменить создавшиеся стереотипы, было предложено провести предстоящие выборы в Народное собрание Абхазии по новой модели в рамках действующего законодательства республики. Образовавшийся во взаимодействии власти и народа пробел уже стал одним из дестабилизирующих факторов, ведущим к противостоянию между ними и тормозящим развитие общества. Чтобы устранить этот пробел и выйти на перспективы развития страны, необходимо, как нам представляется, создать общественное движение «Конгресс народа Абхазии». Цель Конгресса – сплочение народа Абхазии в единую силу для обеспечения безопасности и благополучия общества, укрепления его жизнеспособности в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз. В состав Конгресса должны войти опытные специалисты социальной сферы и ведущих отраслей экономики. Люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе с учетом полувозрастного и этнического состава населения республики, отмечали участники встречи. При формировании парламента по предлагаемой модели возникает реальная возможность создать нормативную базу для перехода к практике программно-целевого планирования развития страны. Мне кажется, что люди ждали этой идеи. И я вижу, какая реакция, скажем, с кем мы общаемся, именно на реализацию такой идеи. Что такое выборы? Выборы – это нахождение компромисса между людьми вот для нашего маленького государства разной национальности, разного вероисповедания и разного мнения. Если этот компромисс будет найден, тогда будет сформирован адекватный парламент, который будет отражать интересы в целом всего общества. Говоря о создании Конгресса народа Абхазии, участники круглого стола не обошли вниманием и роль, которую в свое время сыграл Народный форум Абхазии Айтгалера. Его создание базировалось на концепции объединения общества, что определяет само название организации. И в то же время оно несло в себе идею протеста, несогласия, а также защиты основных прав и свобод абхазского народа. Именно такой смысл вкладывается и в создаваемую организацию. Из всех обсуждаемых в последнее время идей
самым перспективным видится создание Конгресса народа Абхазии во имя объединения. И не только во имя объединения, а для решения очень важных государственных задач. В рамках круглого стола также обсуждалось ухудшение качественного состава парламента за последние 10-15 лет. На сегодняшний день наши избранники позволяют себе ровно столько, сколько мы им позволяем, подчеркивали в своих выступлениях участники встречи. Нам необходимо рассмотреть такие важные вопросы, как принятие закона о праве на отзыв депутатов, переведя его в соответствии с нормами конституционных требований страны. Не забывайте, 2-й пункт Конституции говорится, что сегодня единственным носителем власти является народ Абхазии. Избрав депутата, он этот статус теряет. Мы должны его восстановить, вернуть обратно. Становится необходимым, как бы это странно ни звучало, подготовка законопроекта о сложении депутатской неприкосновенности. Уверяю вас, наша территория не огромная. Между Псоу и Ингуром эта неприкосновенность, она не решает основные задачи, а многим она очень нравится, и потому они очень хотят попасть в парламент, имея неприкосновенность. Здесь уместно отметить запрет права на ношение огнестрельного оружия нашими депутатами. Почему именно я на эти вопросы акцентирую ваше внимание? Вы обратите внимание, пожалуйста. Заседание нашего парламента сегодня проводится при наличии огнестрельного оружия на поясе у наших депутатов. Вы понимаете, что это может очень плохо закончиться когда-то? Не нужно оружие. Свое мнение о создании общественного движения Конгресса народа Абхазии высказал депутат Народного собрания Рауль Лолуа. Идея интересная, надо будет прорабатывать уже детали, наверное, в будущем, мы это будем обсуждать. Вот. Но я так понимаю, что вот та конституция, которая была вами же и принята, да, в свое время, вы же ее и принимали, вы ее создавали, вы над ней работали, над этой конституцией. Сегодня пришло, видимо, время тоже, по вашим словам, что ее каким-то образом скорректировать, привести какие-то новые дополнения или новые изменения. Это предлагается до парламентских выборов принять какие-то уже новые изменения, или это уже после с новым парламентом выйти. Понимаете, наверное, это тоже все вот таким образом мы будем дискутировать. Я понимаю, что это необходимо, понимаю, что это важно, вот, поэтому поддерживаю это, готов тоже принять в этом активное участие, вот, и поддержать. Я здесь один, наверное, да, из депутатов, из наших никого здесь нет. Вот, здесь и критика была в отношении депутатов, наверное, и действующего созыва, и предыдущих созывов. И, наверное, в определенной степени она тоже и имеет место быть, и необходимо тоже, наверное, об этом тоже говорить, конечно. Все участники круглого стола поддержали идею создания общественного движения «Конгресс народа Абхазии». Также был определен состав организационной группы. Первый учредительный съезд Конгресса планируется ближе к лету. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с круглого стола в ЦСИ смотрите в нашей программе сегодня. Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Народного собрания Валерием Кварчи отбыла в Ростов для участия в расширенном заседании Совета Южно-Российской парламентской ассоциации, посвященном 20-летию образования. Как отмечается депутатами и членами парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА, за минувшие годы ассоциация доказала свою востребованность, став авторитетной парламентской организацией, выдвинувшей большое количество важных законодательных инициатив, которые были поддержаны федеральными органами власти, стали федеральными нормативными актами. Она прочно вписалась в структуру многогранных связей субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ. В Сухумском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба, возбужденному по факту хищения чужого имущества, бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана. Государственные обвинители просили суд признать Бориса Ачба виновным по предъявленному ему обвинению и назначить наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сторона защиты в своем выступлении обращала внимание суда на отсутствие доказательств вины
стороны Бориса Ачба в инкриминируемом ему обвинении и просила вынести оправдательный приговор. Как сообщается на сайте Сухумского городского суда, по итогам прений сторон, выслушав последнее слово подсудимого, председательствующий судья Мадина Чанба удалилась в совещательную комнату на 2 недели до 5 мая 2021 года, так как сторона обвинения просила суд огласить полную версию приговора. В Сухуми прошло заседание штаба в поддержку президента России Владимира Путина. Во встрече приняли участие представители около 30 политических и общественных организаций. Члены штаба обсудили вопрос взаимоотношений между Абхазией и Россией и текущую международную политическую обстановку. Подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. 1 февраля в Абхазии был создан штаб в поддержку президента России Владимира Путина, куда вошли 16 общественных и политических организаций республики. Но к апрелю их количество увеличилось. 21 апреля штаб решил провести собрание. Тема встречи – сложившаяся международная ситуация вокруг России, взгляд и предложения из Абхазии. Когда наша партия узнала, то есть когда увидели, что создается общественный штаб в поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, мы с удовольствием присоединились, наша партия, общественные организации. И я благодарен коллегам, искренне говорю своим друзьям, многим, всех практически друг друга мы знаем здесь, что так откликнулись и рядом стали. Эта поддержка на самом деле чисто морально, она нужна, чисто по-человечески правильно. Собраться штаб решил именно в день, когда было оглашено послание президента Российской Федерации Федеральному собранию. В своем тексте Владимир Путин затронул эпидемиологическую обстановку во всем мире и международную обстановку. К какому лагерю мы принадлежим, мы прекрасно знаем. И мы прекрасно знаем, что значит для нас состояние этого нашего лагеря. Сегодня этот лагерь олицетворяет тот человек, которого мы сегодня назвали, который сегодня обращался не только к Федеральному собранию, не только к постсоветскому пространству, а, наверное, и ко всему миру. Все внимательно, значит, и изучают до сих пор, и будут еще долго комментировать и приводить его слова из этого обращения. На встрече присутствовали представители около 30 политических и общественных партий. Каждый из них высказал свое мнение по обсуждаемому вопросу. Как вы знаете, президент России был в Абхазии 4 раза. Дважды как премьер-министр и 2 раза как президент России. Посещал Абхазию. Вот тоже сегодня смотрел, такая вот цитата, значит, его, когда он здесь присутствовал у нас. «Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость ее. Уверен, что так будет и дальше». Там говорилось еще о том, что он говорил о совместной работе по обороноспособности республики, в том числе объединенной группировки, и, конечно же, чтобы экономика Абхазии работала и всем было благополучие, всем жителям, гражданам Абхазии. На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями Абхазии и России. Кроме того, в штабе была озвучена идея создать общественное движение «Абхазия и Россия» – стратегический союз. Это новая гражданская платформа, которая могла бы стать мостом между Абхазией и Россией. Члены штаба поддержали эту инициативу. Гугуца, Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия на зимний период обучения с 20 по 22 апреля Министерство обороны проводит командно-штабное мобилизационное учение с 1-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Очинчирского района. Учения проходят на базе районного военного комиссариата в районе боевых применений 1-й стрелковой бригады. Цель учений – повышение навыков офицеров управления и штаба бригады резерва планированию, организации и выполнению организационных мероприятий, оказания помощи обучаемым. Во второй день командно-штабных мобилизационных учений под руководством министра Владимира Ануа были заслушаны доклады офицеров Генерального штаба. На сегодняшний день это второй этап. Второй этап предусматривает собой сбор офицерского состава, проведение с ними методических занятий, которые у нас проходят сегодня до обеда. Послеобеденное время спланирована рекогносцировка
районов выполнения задач и подготовка к этапу боевых стрельб, который состоится на завтра. Основные задачи, которые мы запланировали на первый этап, они выполнены. Можно сказать, что основной вопрос, который мы планировали, это оповещение и сбор военнообязанных. Он отработан, можно считать, очень хорошо. Есть некоторые моменты, которые связаны с эпидемической обстановкой в районах формирования батальонов. Но эти моменты мы тоже учли. И в итоге вся эта информация будет вынесена на разбор уже по итогам проведения учения. Состоялось первое собрание нового состава Сухумского районного собрания. Депутаты единогласно проголосовали за избрание Валерия Смыр председателем. Заместителем председателя собрания избран Алхаз Тарба. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с Ассоциацией инвасодействия открывает сбор средств на приобретение колясок 7 подопечным фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Стоимость колясок с учетом доставки составляет около 350 тысяч рублей. Это первый сбор проекта «Навстречу жизни», который направлен на помощь маломобильным детям и подросткам. Подробности в репортаже Эсмы Гуламзе. Вот так, шаг за шагом, упорно борется с заболеванием десятилетняя Анита Харчилава. Детский церебральный паралич – тяжелое испытание для ребенка и его родителей. На лечение и реабилитацию таких детей требуются колоссальные усилия и большие затраты. У среднестатистической абхазской семьи нет возможности приобрести дорогостоящие технические приспособления. Ведь одна только обувь со специальными стельками стоит около 5000 рублей. А это значит, что дети становятся заложниками не только болезни, но и отсутствия возможностей. Мы ходим вот этими тростями очень долгое время, мы постоянно занимаемся, и дома постоянные занятия. Но когда я куда-то выезжаю, у меня нет элементарной коляски. Я всегда у кого-то прошу, чтобы просто выехать. Даже попросить, например, выехать, это же не раз, не два, не три ты просишь. Потом очень хорошо это справляется на велодукторе. Уличный, который велосипед для таких детей. Мы прекрасно. Но это, конечно, все недоступно очень. Цены наши, если получать это в России, то было бы, конечно, намного легче. А сейчас с нашей пенсии ты этого не сделаешь, потому что у нее и так, помимо ДЦП, у нее и так куча еще проблем, которых надо не запускать, постоянно наблюдать. Чтобы помочь Аните и другим детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, свои усилия объединили КБФ «Ашана» и Ассоциация инвасодействия. АИС уже подобрал подходящие для детей коляски в InvaCare, крупнейшей компании по производству медицинской и реабилитационной техники. Детям сняли замеры с учетом нагрузки на изделие, его длины и ширины. Это первоочередные, самые важные такие вопросы, которые, если мы их не снимем, то у этих детей, в общем-то, им сложно будет и учиться, и дальше как-то реализовать себя в жизни. Сегодня мы можем дать такой хороший старт им, помочь этому делу. И самое главное подспорье у них — это, конечно, их семьи прекрасные, и сами ребята, вы видите, прекрасные, позитивные дети. Они готовы и хотят и учиться, активно жить вообще. Но для этого нужно немного усилий приложить, и нам всем нужно помочь этому процессу. Чтобы дети получили заветные коляски, необходимо собрать около 350 тысяч рублей. Подопечные фонда «Ашана» очень ждут возможности быть активными и самостоятельными, развиваться и учиться новому. Мы надеемся, что в очередной раз наши граждане, все люди, которые видят истории этих детей и ту помощь, которая им необходима, не пройдут мимо, и необходимая сумма будет быстро собрана, и мы сможем совместно с нашим партнером Ассоциацией инвасодействия заказать коляски. Обязательно поделимся со всеми результатами, обязательно покажем и расскажем о том, насколько жизнь наших подопечных облегчилась после того, как им придут необходимые индивидуально подобранные коляски. Помочь детям несложно. Для этого нужно отправить СМС со словом «добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на
на официальном сайте КБФ Ашана. Благодаря нам с вами 7 детей смогут обрести бесценное движение и самостоятельность. Эсма Гуладзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В целях охраны нерестового стада камбалы-калкан у берегов Абхазии, основываясь на действующие правила рыболовства и биологические данные о начале нерестового периода, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по экологии Мурман Соломка подписал приказ о запрете на добычу камбалы и установку ставных камбальных сетей с 1 по 20 мая 2021 года. В нерестовый период введен специализированный промысел камбалы-калкан повсеместно. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба запланировал ряд мероприятий. Так, 7 мая в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране и разрешения соответствующих органов в здании музея планируется провести брейн-ринг среди школьников 9-11 классов по теме событий Великой Отечественной войны. В течение минуты команда из 4 человек должна будет найти ответ на вопрос. Такой формат игры проводится ко Дню Победы не в первый раз. Музей боевой славы оцифровал более 10 тысяч документов об участии в Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена к 9 мая. Сотрудники музея проведут субботники на могилах героев Советского Союза, которые покоятся в Абхазии. В день празднования 76-летия победы в Великой Отечественной войне в Сухуми пройдет возложение цветов к памятнику известному солдату. Вышел в свет новый смысловой перевод Корана на абхазском языке. Его автор – доктор филологических наук профессор Джульетта Адлиба. На работу над изданием ушло около 5 лет. Тираж – 200 экземпляров. 30 из них переданы Единому духовному управлению мусульман Абхазии, а остальные – в Госкомитет по репатриации, библиотеки и научные учреждения. Об этом сообщает информагентство «Апснапресс». И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 22 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром туман, возможен моросящий дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 11-16. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.